В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзан Абуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Удобно и качественно. Рамзан Кадыров проинспектировал стратегически важные магистрали республики, как идут работы и когда сроки сдачи объектов. Прекрасный и удивительный край. В протоколе будет дорожные карты решения всех вопросов, которые были обсуждены на совещании. В Итум-Калинском муниципалитете состоялось совещание по усовершенствованию координации деятельности Институтов развития туризма по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в СКФО. Ход беседы и мнения сторон и заключенные соглашения, что ожидать туризму региона. Редкие и очень дорогие. Своевременное лечение, чтобы ребенок не пришел к глубокой инвалидизации, чтобы не начались изменения. В парламенте обсуждали актуальные вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Кто присутствовал и какие итоги подвели стороны. Рамзан Кадыров побывал на строительстве объездной дороги федеральной трассы Р-217 «Кавказ», которая позволит разгрузить транспортный поток, идущий через Гудермес. После он проинспектировал еще одну магистраль муниципалитета, возведение которой начнется в скором времени. Все подробности в следующем материале. Строительство и реконструкции третьей очереди федеральной трассы Р-217 «Кавказ» вокруг Гудермеса идет активными темпами. В настоящий момент всего в работе задействовано порядка 150 человек и 70 единиц спецтехники. Рабочие возводят транспортные развязки близ поселка Ойсхара. Процессом работы Рамзана Кадырова ознакомил заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Абубакар Тумхаджиев. وين هو دعوة بغال هو نوع هو تباله هو تقول شمية الوسطة يلشك كونستركتيري شو اسمه ميتاليسكي لا هو يهتنجل حيوري يشتغل دوجين دنجيتا ولكن 500 متر دي هذه ايش يبوش حيوري تعترف سامع كده هل وين تلون هو ده بيشربوا وين دوجين где-то порядке 1 километра и подъезд алоющий на вахбиеш гена а низко будет табючко основная духовая гойдо мескеролердин хавош был 38,6 километра был сунаховой основная бина алой халбиеш но так-то набанывай ну и когда был швега и параллельно угар холмет чё это не селешь Выемка 24 метра, а насыпь 26 метров и вообще на белошку, развязка и голем бетонный белошку, и до того тащит скотопрогонной. Из-за ее скотопрогонной и хельца сельхоз техники гуляли еще, что из легкой за и белошку бизнес. Самый основной он будет? Основной граю, то бачу терхалгоны, развязка и как ешь. Рамзан Тавса Oysa школе лет стандарт тренировал. Вот что-то у вас, вот коли я его, вот чую. Донно еще, но. Метров 15, 20, а вем 20. Ты лагак, летах моюшка, это. То, як ми ще робили? Йо. Ну, только однопролетный, та пролет, из двухпролетный, та пролет. Первый вау односторонний, и валербия. Да, встречно даешь. خزم ودود يعني والله حبيبي اليوم عم خزمت كثير على تيجي حوش الجمتر حاجة يخونو يعيرو Federalne då till alla bjudsjubui. تقولوا بلداو شو بدي فرد وقت كشور ببيش ما تقولوا هود على عمري до тей толу حبوش тей толу ده داور بو هو последний حاليا انت как вот этим лакей этим тер не урбу из что ты habер бу резкий отец повар нет то когда да
Gümse bolcağında bir bolcağımız sana da. Onda o halspet nästan загружен nästan M29 då. Över nästan så då. Yok ya. Президентский программа обойна var det så. Just har gjort så bra så var det så. Så något ju måste jag ge dig. Det är väl. أشوف الحبوب رجعنا ناخد جو ده الأول. Hon gör دور تعرفوش؟ دور حبوب نقدر شو نقدر ده الأول. إشتو لقر بالكن شو جدين ده ويبش عبينا تو ومشي شو تبتدي دور تق. Idag jag spadin jag stiga halay lite på skoj. då har tolvna يجي تولتس ودوغا يروحوا دي حولي لا ينظروا ما يتجا Бол хотят вот. Бол амел бы собол das. После Рамзан Кадыров побывал и на другом объекте Гудеримесского муниципалитета. Данная региональная дорога важна. Она также будет в объезд Гудеримеса. Такие строительные площадки всегда на личном контроле руководителя субъекта. Примерно иş davada gavarsa titiyen başlığına. Yani gelsen iş havuzlu şulk o istiyor havuzlu şula istiyalı var. O da kamsa morski. Estiyetse ve çok gümse istiyor bir anın zavodi davalı oka. O da bir железной дорогин sa puti provode iz dia sa şitteydu tildiş. Sunjin teydu iz doktor dostu sulsiyam kanal şna işte. Suncu da hiç kaççısı gidiyor. Sunj do wahdo oxdu ona ve PMK osin wahwed mekka. O inet dia dostu dok borne dia dostu. Etin iyal erbolar. هذا بلا تغن قان خير دوشم دات يتقعد دوق خارجية داري يورشيو هو مرور نتسخ يوكي أرباح كل شوي أقدم سين اشتكلت سوخلر أهين دان مامينت إباسو كوشيو دومت دروش بيو شو بيوش بوش نو ويدا بلني سيول شو ديا كم سمولسكي بيوش نو أو قليات أي ميتريا ماشيين شو يجروجوني كش مصو شيء شغل حما بوي شنو أديو أحيس لوش قاعدة دو خسو قاعدك Her первый необходимый там бар что южня. Мне подиван таболов бизнеса. А очень проект Проекты это конкретно. فدول دلهم دول لا شغال Децелич. كراتنيك Децелич سوالي عوي. شو نديك هولي ده صح عجالي специалист да. Я думаю да. Последующим да, выше больше я буду говорить без развивать еще да. Так да. Рукапу да, промышленные да. направление развивать. Окабеш получается, окабек инчан да. Лучше да шире. Ваха условия из зоны. Цель изменять это. Да, и массу так долго аудио да шайуш. И нахиз что. Я شو لي بعد فوروش راح يدسم شو ناس إيش دعوة يتوقع دعوة شنا إيش تفورت يصير إيش تحشويات إيش طاويات بيدون بارد عروش شنا يقدام قولت ومت كده إيش دو وصل ده أمي راح يقول بال تقبل بال تشك بال بعد بير في بال يركض بيك Данные магистрали позволят повысить уровень безопасности дорожного движения, освободит близлежащие населенные пункты от транзитного транспорта, благоприятно скажется на экологической обстановке в жилой зоне. Необходимость мосту населенный пункт в городе мосту معايير необходимость объездной дороги он дальше мы там толер халдаз вы هو сокет ашиш кок башею интенсивность что yok поэтому сегодня в городе в Гудеримесе не стал халмуд он дальше большие грузные машины сейчас она уже города дасерметик баз терешко абьюч болнех городской центральный небо из толбак япты машины шли сейчас со стороны Кизляра со стороны Моздока Хайошел машины по GPS им показывают кратчайший маршрут гümse чуй анага поселки арцы ачметик поселки оболнех حال دين بين جم قطني أبو тротуар شبات خلتي ديونا جو بلش جروزنش
машиночный, она jo год метик yok гемси поселке ayol метик так ол центральный угорек больницу тял район больницу гемся именно из поселка он так богатство, поэтому там глава дал поручение обход города Гудермеса не бак бизер болшбу и в ближайшее время специалист хауси чтобы разработали документацию. Мы ранее поручали цены хауса глава цены хауса хаусна какого мосу меткш билгели акцел меткш резервации земель меткш билгели ахаю баклор болшбу дал глава поручения чекапарю. Среднесуточная интенсивность движения в пределах Гудермеса составляет порядка 30 тысяч автомобилей в сутки. Решение о строительстве обходных дорог было принято президентом страны. Проект, инициированный главой государства, реализуется с соблюдением высоких темпов и стандартов. Уже в 2024 году проект Р-217 «Кавказ» будет сдан. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В высокогорном Итум-Калинском муниципалитете состоялось совещание по усовершенствованию координации деятельности институтов развития туризма по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в СКФО. Принимали участие делегации Совета Федерации России, представители федеральных органов исполнительной власти и члены Кабинета министров республики. К каким соглашениям пришли стороны, расскажет Адам Магомедов. На выездном совещании по совершенствованию координации деятельности институтов развития туризма по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в Северо-Кавказском федеральном округе, обсудили вопросы развития разных видов туризма, а также улучшения перспективных проектов. Со вступительным словом выступил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В Чеченской Республике есть на что развивать. Мы говорили о гастрономическом туризме. Мы говорили о том, что здесь органическая кухня, чистая кухня. И этот потенциал надо необходимо использовать. Мы рассчитываем, что и Минсельхоз, и Минэкономразвития ускорит свою работу по утверждению стратегии органической продукции. Заместитель председателя правительства региона Адам Алханов отметил, что за последние годы в регионе проведена большая работа по развитию туристической инфраструктуры, благодаря тому, что республика не только имеет богатую и красивую природу, но и обладает национальной самобытностью. На сегодняшний день в республике функционирует 167 туристических экскурсионных маршрутов. Туристу, посетившему наш регион, доступен самый широкий спектр услуг. Только за прошедший год турпоток у нас увеличился на 17% и составил более 210 тысяч туристов. Министр туризма субъекта Муслим Байтазиев отметил, что регионы Северного Кавказа работают сообща в развитии туристического направления в стране, разрабатывая совместные проекты и повышая интерес со стороны гостей. Мы все работаем сообща, то есть мы не разделяем границы между этими регионами и рады, когда у наших соседей получается реализовать тот или иной проект, который дает больше и больше поток. Потому что в любом случае всем регионам от этого становится только лучше. Помимо этого обсудили и работу, проводимую в регионе по подключению фельдшерско-акушерских пунктов к сети интернет и оснащению их автоматизированными рабочими местами, а также строительство больницы в Нажиюрте. Главой района уже ведется работа, приближенные сроки, а по всем пунктам мы отработаем и, соответственно, совместно с Минздравом России и правительством Чеченской Республики. Немаловажными темами на совещании стали и вопросы развития инфраструктуры детского отдыха, безопасность и защита окружающей среды, а также развитие систем учета электроэнергии. По итогам встречи чиновники достигли ряда договоренностей. Результатом сегодняшнего совещания будет итоговый протокол, который будет доложен председателю Совета Федерации. В этом протоколе будут дорожные карты решения всех вопросов, которые были обсуждены на совещании. Мы все отдаем отчет, что это комплексное решение федерального центра, федеральных министерств, республиканских органов власти и глав районов Чеченской Республики. Спасибо вам, Андрей Владимирович, спасибо Совет Федерации за то, что приехали в такой кратчайший срок и дальше нам поможете в решении этих проблем социально-экономических. А с нашей стороны, со стороны республики, проделаем колоссальную работу и совместно решим все актуальные вопросы. В Чеченской Республике есть много популярных направлений, которые привлекают большое количество гостей. Руководством проводится работа для улучшения данных объектов, чтобы создать для туристов максимально комфортные условия отдыха.
Горнолыжный курортный комплекс «Ведущий», где проводятся совещания, это один из самых популярных туристических объектов Чеченской Республики, который имеет большой потенциал для роста. Уже ведутся работы по его расширению, строятся новые объекты, а также разрабатываются проекты, которые помогут повысить к нему интерес у гостей региона. Адам Магомедов, Шейх Мансур Малатов, Магомед Ахмадов, Вести, Чеченская Республика. Актуальны вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями обсудили на круглом столе в парламенте республики с участием членов экспертного совета Комитета Госдумы России по охране здоровья по орфанным заболеваниям. К чему пришли участники встречи, расскажет Амина Тупилагова. Сделать нацию более здоровой. Такую глобальную задачу ставят перед собой участники сегодняшнего круглого стола в парламенте Чеченской Республики, поднимая при этом чрезвычайно важную тему орфанных заболеваний. Участие в нем приняли представители органов законодательной власти региона, депутаты, представители Министерства здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также делегация членов экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья по редким заболеваниям. С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя парламента субъекта Шаид Джамалдаев. Мы всегда открыты, готовы общаться с представителем федерального центра, даже с субъектами Российской Федерации, где мы всегда на всех этапах нашего становления налаживаем контакты. Поднятие данной темы не случайно. 5 января 2021 года президентом Владимиром Путиным был подписан указ о создании фонда «Круг добра», направленного на поддержку детей с тяжелыми, угрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими орфанными. Как раз в этот период страну захлестнули многомиллионные сборы на препарат Золгенсма для малышей со спинально-мышечной атрофией. В вопросе их лечения и не только чрезвычайно важна ранняя диагностика и своевременная постановка диагноза. С этого года у нас расширяется данный скрининг на 36 заболеваний, что даст нам возможность более полноценно оказывать вот эту раннюю помощь, да, выявлять на ранних стадиях таких пациентов, детишек и обеспечить им качественную, продолжительную жизнь без каких-то негативных изменений, потому что большинство из этих заболеваний поддается коррекции, и эти дети могут вести точно такую же жизнь, как обычные люди. Также в режиме видеоконференц-связи активно принимали участие в обсуждении руководитель экспертного совета по редким орфанным заболеваниям при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Александр Румянцев и юрист, член Национального совета экспертов по редким заболеваниям Наталья Смирнова, которая высказала готовность помочь субъекту в правовых аспектах данной темы. Нет предела совершенству. Вот на этом слайде представлены позиции по документам, которые мы имеем, и в случае необходимости мы можем вам предоставить. Также была поднята тема создания орфанного центра в Чеченской Республике. Дело это не одного дня, и начать решено с создания квалифицированных кадров ввиду того, что по нормативам врачей-генетиков в учреждении должно быть 9, а их на сегодняшний день всего 2 на весь регион. К сожалению, пациентов, нуждающихся в такой поддержке, немало. С 2012 года в Чеченской Республике создан регистр пациентов по орфанным заболеваниям. В данном регистре на сегодняшний день числится 183 пациента, из которых 115 детей. Также члены делегации отметили, что в Чеченской Республике ведется самостоятельная масштабная работа по обеспечению больных своевременным лечением. Чтобы получить определенные льготы и помощь на федеральном уровне, в основном нужно прибегать к получению инвалидности, при том, что это существенно затягивает весь процесс. Будем, скорее всего, готовить документ, законопроект о внесении Госдумы о признании этих заболеваний как льготные, потому что очень много людей нуждается в обеспечении, это дорогостоящие лекарства. И не зря был выбран именно наш регион, потому что по видеоконференции с представителями Государственной Думы здравоохранения Российской Федерации мы слышали, что взаимодействие нашего региона именно по этим заболеваниям это самые лучшие взаимодействия во всех регионах. Это было отмечено, поэтому у них есть огромное желание сотрудничать с нами. Завершая обсуждение темы круглого стола, все участники пришли к единому мнению о всестороннем сотрудничестве. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Сайтель Мампукаев. Вести. Чеченская Республика. Заседание Организационного комитета в рамках проекта «На защите своего Отечества» состоялось в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Ни для кого не секрет, что против России ведется всесторонне внедряемая во все слои общества информационная война. В сегодняшних реалиях актуально и важно проводить культурно-просветительские мероприятия, направленные на знакомство подрастающего поколения с подвигами современных героев Родины, чтобы не допустить влияния западной пропаганды и дезинформации на молодых людей. Россия имидж положительную сторону мыслить целую шнах воин дискредитировать товарищ. И в данном контексте интервью вашего акции это воин актуальную, когда был дагдar дайрес был, бакар дайрес был. Воин абонцы галюш был выжри цель истории, цель подвиг шиитов. Это одна из центральных, вообще центральная тема, главная, генеральная тема для всех СМИ республики на это будет СВО и участники СВО. В планах организовать передвижные выставки под названием «Герои СВО» с отдельными стендами для каждого героя, отличившегося во время спецоперации по освобождению Луганской и Донецкой народных республик. Мы сегодня провели первое заседание Организационного комитета по проекту «На защите своего Отечества», который реализуется за счет грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. Этот проект поддержан не только фондом данным, но и руководством республики и рядом министерств, которые будут содействовать в реализации. Мы будем проводить выставки в 3 городах и 10 районах. Это первый этап. Дальше мы будем расширять данную выставку. Там будет представлена информация о героях, которые совершили подвиги, награждены президентом Российской Федерации, а также Министерством обороны. Это люди, которые и сейчас принимают участие в боевых действиях, то есть они воины, которые на данный момент находятся в рядах вооруженных сил. Впервые жители и гости Грозного увидят масштабную экспозицию, в которую войдут около 100 шедевров китайских мастеров. Организаторами выставки являются Музей Чеченской Республики и Московский музей Востока. В атмосферу традиционной культуры Поднебесной нас погрузит Адам Магомедов. 10 тысяч лет счастья. Традиционное искусство Китая. Такая выставка открылась в период празднования Нового года в Поднебесной. Перед началом для гостей мероприятия сыграли классические композиции. После официальных выступлений гости Чеченского музея смогли увидеть масштабную экспозицию из около 100 работ восточных мастеров, которые знакомят зрителей с традиционной китайской культурой. Каждая из них имеет свою историю. Это деревянная скульптура буддийского патриарха Бодхидхармы. Существовал ли он на самом деле или нет, неизвестно. Однако в Китае говорят, что когда-то он приплыл из Индии в деревянном башмаке и сразу же принялся медитировать. Целых 9 лет он не спал и даже не шевелился. Но однажды веки его сомкнулись, а человеком он был гневным. И когда он проснулся, он оторвал себе веки и бросил их на землю. Именно в этом месте вырос первый чайный куст. Но и это еще не все. Говорят, именно он является основателем кунг-фу. Все произведения отображают культурные особенности Китая 10-20 веков. Это различные скульптуры, фарфоровые изделия, костюмы актеров, украшения. Зрители просто в восторге от увиденного. Прекрасная выставка, прекрасно нам провела экскурсию работник Музея Востока Московского. Очень рада, что попала сюда. И я всех просто приглашаю, призываю прийти и посмотреть. Выставка будет проходить с 20 января по 26 февраля. Любой желающий сможет посетить ее, дабы познакомиться с особенностями восточного быта и узнать много нового для себя об этой удивительной стране с богатой культурой. Эта выставка представляет историю культуры Китая, которая является одной из самых древних и самобытных цивилизаций в истории человечества. Существует она около 4000 лет. Богатейшее культурное наследие Китая имеет большую ценность в мировом искусстве.
10 тысяч лет счастья – традиционная благопожелательная форма. Чтобы добрые слова осуществились, необходимо было поддерживать особые отношения между людьми, проводя совместные обряды, связанные с жизненными циклами. Адам Магомедов, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахмадов. Вести, Чеченская Республика. Школьная олимпиада призвана стимулировать талантливых учеников. Это своеобразный социальный лифт для ребят на пути к поступлению в вузы. Еще с советских времен участие в таких состязаниях считалось большим достижением, а победа делала ученика достоянием образовательных учреждений, республики и даже страны. Сегодня стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по всем учебным дисциплинам. О том, сколько человек принимает участие, расскажет Мадина Нусалчиева. Минуты для Айшат Вахаевой тянутся очень долго, а впереди еще 3 часа. Ровно столько длится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, который проходит на базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». В нем принимает участие дочь Айша. Женщина сама является педагогом и помогает дочке с подготовкой к каждой ее олимпиаде. Но сегодня прежде всего она мама, поэтому, как и любой родитель, переживает за своего ребенка и волнуется не меньше него. Я переживаю, конечно, и сегодня оставила все свои уроки, чтобы поддержать ее, быть рядом с ней, так как она тоже хотела, чтобы я была рядом, как мама, как родитель. Готовились мы тоже всю неделю, допоздна сидит, готовится. Самые талантливые дети идут вот так, уверенно вперед. На знание правил русского языка сегодня соревнуются учащиеся 9, 10 и 11 классов. Всего 34 человека. Олимпиада проходит под внимательным присмотром организаторов. Участники заполняют бланк регистрации, никаких гаджетов. Переговоры запрещены, все как на полноценном экзамене. Для меня это очень важно. Готовилась я долго, можно сказать, каждый день практически просматривала задания. Это очень трудоемкий процесс, потому что ты сталкиваешься с огромным количеством проблем, которые тебе нужно устранять в ходе процесса подготовки. Здесь все серьезно. Нужна академическая база за рамками углубленной школьной программы, подкованность, эрудиция и умение нестандартно мыслить. Региональный этап Всероссийской олимпиады для школьников проводится по 23 дисциплинам из предложенных 24. Задания для них разработаны специальными комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. Всего в текущем этапе принимают участие более 350 школьников. Всероссийская олимпиада школьников старейшая и престижная в стране. Проходит она в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Первый этап самый массовый, в нем принимает участие около 6 миллионов человек. До финала же доходит только несколько сотен. Для занявших в ней призовые места и победителей предоставляются дополнительные льготы при поступлении в вузы. В нашей республике разрабатывается механизм стимулирования детей, которые участвуют в олимпиадах, во главе министром образования и науки Чеченской Республики. И этот механизм, скорее всего, тоже приобретет какие-то новшества для детей, чтобы они имели возможность участвовать в таких олимпиадах и других конкурсах всероссийского значения, и чтобы эти дети не только выигравшие федеральный этап, также выигравшие региональный этап имели какую-то возможность при поступлении в наши региональные вузы какие-то дополнительные балловые системы. Результаты республиканской олимпиады будут подведены в течение 14 дней и размещены на сайте регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат». Мадина Нусалчиева, Моусар Хаджиев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Ангионорм – препарат для комплексного подхода к проблеме лечения сердечно-сосудистых нарушений. Он благоприятно влияет на состояние кровеносных сосудов. Подробнее о фармакологических свойствах расскажет Луиза Яхьяева. Отечность ног, периодическое онемение пальцев, появление синяков и сосудистых звездочек на теле – это признаки, указывающие на проблемы с сосудами. Причины их возникновения самые разнообразные – наследственность, неправильный образ жизни и питание, пониженная подвижность, возрастные изменения в организме, последствия перенесенных инфекций. Китайский ученый в новой работе отмечает, что SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и сосудистую сеть, вне дыхательной системы, напрямую или косвенно, вызывая эндотелиальную дисфункцию и мультиорганные повреждения. Помимо противовирусной терапии, направленной на блокирование репликации вируса
и ограничения воспалительных процессов, необходимо применять и дополнительные терапевтические подходы. Направлены они должны быть на лечение эндотелиальной дисфункции и представлять собой многообещающую стратегию предотвращения сердечно-сосудистых осложнений. Нужно отметить, что тромбозы – самые частые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы после ковид. Чтобы предупредить и замедлить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо поддерживать сосуды в тонусе, добавить физическую активность, вести здоровый образ жизни и принимать ангиопротекторы, например, ангионорм. Это препарат с уникальным запатентованным составом. Он оказывает комплексное действие на работу сосудистой системы, укрепляет стенки сосудов, помогает снижать воспаление, риск образования тромбозов и улучшает микроциркуляцию. Я бы рекомендовал этот препарат людям старшего возраста, и особенно тем, кто предрасположен этому заболеванию, так как мы знаем, в наше время многие ведут пассивный образ жизни, и это является одним из ключевых факторов развития этого заболевания. Более чем у 50% пациентов хроническое заболевание вен протекают с сопутствующими заболеваниями, 29% имеют артериальную гипертензию, 9% сердечную недостаточность и столько же сахарный диабет второго типа. Это существенно осложняет течение недугов, связанных с сосудами. По данным Росстата, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в стране. Более 900 тысяч человек умерли из-за заболеваний сердца и сосудов. Ангиопротектор с запатентованным составом ангионорм принимают по одной таблетке 3 раза в день курсом до 3 недель. Его можно сочетать с другими препаратами, а также в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Турпал, Лолита Исумов, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.